2 года под запретом. 26 апреля 2016-го оккупационный Верховный суд Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на аннексированном полуострове. Как оккупанты избавлялись от Меджлиса, каковы последствия этого и как он живет в изгнании, расскажет Татьяна Сулий. 26 апреля 2016 года. 3-й год оккупации Крыма. Подконтрольный Кремлю Верховный суд полуострова удовлетворяет из так называемого прокурора Крыма Поклонской, признает Меджлис экстремистской организацией и запрещает его деятельность в Крыму. Председатель Меджлиса Рифат Чубаров вспоминает, 2 года назад оккупанты очень торопились с ликвидацией главного представительского органа крымских татар, поэтому исправились быстро, за несколько недель. Тоді, 2 роки тому, дуже поспішали. Буквально за декілька тижнів з моменту, як Поклонська висловила підозру, відбувся вже суд. Вони тоді йшли такими темпами для того, щоб створити, як їм здавалося б, таку правову підставу, аби розпочати широкі репресії проти кримських татар. Запрет России Меджлиса в мире восприняли как очередное доказательство репрессий против крымско-татарского народа. Этот ход Кремля осудили в США, Европе и различных международных организациях, включая ООН. Это явился дополнительный для нас информационный повод и аргумент в знак того, что оккупанты в Крыму действительно не просто, мы говорим на словах, а реально подвергаются дискриминации, репрессиям и так далее. Уничтожить Меджлис как можно скорее для России было делом принципиальным. Последний украинский флаг в оккупированном Крыму развивался именно на здании Меджлиса. Сорвать его пытались несколько раз. И представители так называемой самообороны в апреле 2014-го, и ребята в балаклавах уже осенью. Они говорят, это что у вас, украинское посольство или территория Украины? Вы в России находитесь. Какая Россия? Мы на родине находимся. Это частная территория, мы хотим украинский флаг. Репрессии против крымских татар из-за их принципиальной позиции начались еще до запрета Меджлиса. 22 апреля 2016-го на 5 лет запрещают въезд в Крым лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву. 5 июля того же года такой запрет получил и председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Заместители председателя Меджлиса Ахтема Чигоза и Ильми Умерова арестовывают за публичную позицию о украинском Крыме. Ильми Умеров рассказывает, с 2016 года жизнь Меджлиса изменилась кардинально. Теперь уже у Меджлиса нет офиса, у региональных меджлисов, там, где были офисы, практически все тоже сейчас функционировать не могут. Сам Меджлис частично перебрался на материковую часть. Лидер крымско-татарского народа Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев находятся в Киеве. По сути, нам стало очень тяжело даже просто собрать кворум. Ильми Умеров рассказывает, испытания российской оккупации прошли не все члены Меджлиса. 6 из 33 открыто поддержали оккупационные власти Крыма. Но несмотря на запрет на полуострове, Меджлис продолжает свою работу на материковой Украине. Хотя и не без трудностей. К примеру, чтобы собрать кворум, с крымско-татарскими коллегами приходится связываться по скайпу. Еще в прошлом году суд ООН в Гааге обязал Россию отменить свой запрет на деятельность Меджлиса. Однако Кремль это судебное решение проигнорировал. На днях Украина обратилась в суд ООН, чтобы там еще раз разъяснили России свое прошлогоднее решение. Татьяна Сулий, Никита Проскурин, Александр Павленко, Заман АТР.